Думай. Действуй. Побеждай. Думай, действуй, побеждай. 1xBet. Спонсор спортивных эмоций. Защита 2 поясов Лиги Найза. Долгожданный реванш Резникова и Раисова. И кто отомстит за Головкина? Армысың спорт Серкал. Меня зовут Алена, и это Найзадай Ньюс. И снова в центре внимания противостояние 2 школ ММА. 25 января на арене Кока-Кола в Дубае чемпион Беллатор в легком весе Усман Нурмагомедов из Дагестана выйдет в октагон против ирландского претендента Пола Хьюза. Организаторы подогревают интерес, сравнивая эти события с историческим боем UFC в весе 29, где Хабиб Нурмагомедов одержал уверенную победу над Конором Макгрегором. Теперь новая глава. Сможет ли Ирландия взять реванш, или дагестанская школа снова выйдет на первое место? ММА-интрига года. Решающий реванш. 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве казахстанский боец Артем Резников вновь встретиться с Юсуфом Раисовым. Их первая схватка в 2020 году завершилась победой Резникова. Но спорных моментов осталось достаточно, чтобы этот реванш стал одним из самых ожидаемых. 5 раундов должны поставить окончательную точку в их противостоянии, отметил вице-президент ACA Асланбек Бадаев. Схватка обещает быть напряженной, потому что статистика Резникова в ММА 20 побед и 8 поражений. Но Раисов полон решимости взять реванш. На кону не только победа, но и шанс вписать имя в историю. Кто вызов бросает, а кто смеется? Жанибек Алимханула привлек внимание мира бокса. Чемпион мира WBO и IBF в среднем весе Жанибек Алимханула из Казахстана обратился к Саулю Канело Альваресу с предложением провести бой. В своем твите он заявил, что остальные чемпионы избегают сражений с ним и выразил уверенность, что только Канело хватит смелости выйти с ним на ринг. Однако реакция на вызов оказалась противоречивой. Например, кубинский тренер Иранди Кабрейра скептически отметил недостаточную популярность Жанибека в США, заявив, что его бои не способны собрать даже небольшую аудиторию. Автор YouTube-канала Нейрицес Ротас и вовсе высмеял твит, сравнив менеджера соцсетей казахстанца с комедийным персонажем. Пока Канело не отреагировал на вызов, но заявление Жанибека уже вызвало активное обсуждение в мире бокса. А мы очень даже поддерживаем своего спортсмена. Возможно, именно он, так сказать, отомстит за Triple G. И вообще, считаем, что жламаган балага, вы поняли. Ставка высока. Фаниль Рафиков заявил о готовности поставить квартиру за бой с Тухуговым. Фаниль Рафиков в разговоре с Мишей Краймером неожиданно заявил, что готов поставить свою квартиру, чтобы получить бой с Зубайрой Тухуговым. Однако, быстро осознав резкость своих слов, он поспешно взял их обратно. Этот эпизод не остался без внимания. Глава Fight Nights Камил Гаджиев в своем YouTube-шоу «Итоги недели» напомнил о громком заявлении, добавив интереса к потенциальному бою. Как говорится, аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Хотя Ногай и вышел в сторис, так сказать, опровержением, фанаты все же гадают, был ли это просто эмоциональный порыв или мы действительно увидим бой с квартирной интригой. Да, Фаниль явно дает нам крутейшие спортивные эмоции, спонсором которых является, кстати, 1xBet. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Добрый пятничный вечер, дорогие наши спортивные зрители. С вами Диса, и мне не терпится вещать. Не будем долго задерживаться, погнали. Начнем. В субботу в 13:00 в Макао пройдет турнир UFC Fight Night. В главном событии вечера экс-чемпион легчайшего веса Петр Ян встретится с экс-чемпионом на легчайшего веса Дэвисом Фигередо. Петр занимает 3-е, а Дэвисон 5-е место в рейтинге до 61 килограмма. Победа в этом бою может определить одного из будущих претендентов за пояс. Кто, по вашему мнению, фаворит, обязательно пишите в комментариях. Ну а в соглавном бою пройдет бой в женском минимальном весе. Китаянка Ян Сяонянь, которая занимает 3-е место рейтинга, сразится с бразильянкой Табатой Ричи, которая располагается на 10-м месте. Ну а также на турнире выступят наших 2 кандаса из Китая. Да, этнический казах из Китая Балгын Женусылы подерется с экс-чемпионом Лиги Найза в легчайшей весовой категории корейцем Ю Суйоном. Их бой состоится в прелимах турнира и станет поединком
финальным турнира Road to UFC. Схватка пройдет в весовой категории до 61 килограмма. Победитель может получить контракт с Лигой UFC, но там уже как решит президент Дана Уайт. Напомним, Ю Суйон ранее встречался с Дастаном Мангельде на турнире Найза 56, где потерпел поражение нокаутом в третьем раунде. Про бой Дастана я расскажу далее. А откроет турнир другой наш этнический казах из Китая Махсат Кайсар. Он подерется с бразильцем Николасом Мотто в легком весе. Махсат любит рубиться в стойке и закатывает кровавые бои. Надеемся, что и в этот раз он обрадует нас красивым боем, подарит яркие эмоции, а спонсор наших спортивных эмоций 1xBet. Ну а после просмотра турнира UFC все те, кто живут в Алма-Аты, должны бежать на Алматы-арену, где в 18:00 начнется турнир Найза 69. В главном бою вечера молодой и многообещающий чемпион из Украины Данил Донченко проведет свою первую защиту пояса в легком весе. Претендентом станет опытный боец, экс-чемпион Алашпрайт, мастер нокаутов с динамитом в руках Рустем Кудайбергенов. Этот поединок обещает надолго остаться в памяти фанатов, ведь в клетке сойдутся два неуступчивых бойца, которые готовы идти до конца. Ну и как обещал, немножко расскажу про Дастана. В соглавном событии вечера состоится чемпионский поединок в легчайшем весе. Дастана Мангельде прошел хорошую подготовку в США в знаменитом клубе ATT и готов провести свою первую защиту. Его соперником станет спарринг-партнер Петра Яна и экс-чемпион OpenFC Вячеслав Свищев. Грозный финишер из России настроен пополнить свою коллекцию поясов титулом Найза. Искры в этом бою обеспечены. Кроме того, в клетку Найза вернутся Баглан Жаканша, Ельжан Алиасхар, Едель Оразбек и другие бойцы. Ну что ж, друзья, как всегда, благодарю вас, что смотрите нас. Пишите комментарии, за кого болеете, ставьте лайки. Благодарим за эмоции 1xBet. Ждем турнир Найза и вернемся во вторник со свежими новостями. Пока-пока! Как прошла подготовка претендента на пояс Лиги Найза в легком весе Рустема Кудайбергенова, рассказал его тренер Дархан Адильбеков. Специально для Найзадай Ньюс. Ассаламу алейкум. Насчет боя Рустема Кудайбергена и Донченко, главное событие Найза 69. Мы приняли этот бой утром. Рустем позвонил мне. Подготовка Рустема Кудайбергенова прошел очень хорошо в родном городе в Таразе. Донченко очень опасный и опасный соперник, чемпион. Но мы подготовились очень хорошо. Надеемся уронить Донченко во втором раунде, потому что Рустем Кудайбергенов, как вы знаете, в руках у него динамит. Надеемся и выиграем этот бой. На этом у нас все, друзья. Делитесь вашим мнением в комментариях, подписывайтесь и закидывайте сердечки. Отличных выходных и прекрасного просмотра предстоящих турниров. Всем пока!